Президент Владимир Путин провел заседание Госсовета. Развитие конкуренции – тема встречи, на которой присутствовал глава Ингушетии. Трансфер поступил в размере 257 миллионов для строительства дошкольных и школьных образовательных учреждений. Около полусотни вопросов рассмотрели в ходе очередного заседания Совета Народного собрания. Подробно об этом Хади Добриева. Вы можете использовать заменитель натуральной слезы, да, чтобы глазки не краснели, ощущение песка, слезотечения не было, дискомфорта в глазах. Продолжаем информировать о том, как проходит диспансеризация населения. Медицинский батальон на ногах с 9 утра. Росгвардия оцепила школу, а сотрудники спасательной службы вовсю готовятся эвакуировать детей. А внутри здания пожарные тушат огонь. Предупрежден, вооружен. А если еще и испытал на деле, так и ЧС не страшны. В Малгобеке прошли учения по пожарной безопасности. Сегодня мероприятие было незабываемым, потому что энергия была просто зашибись. Вот уж действительно от улыбки все вокруг светлей. В ДК селения Сагапши прошел благотворительный концерт для особенных детей. Это новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии принял участие в заседании Государственного совета, посвященного развитию конкуренции в российских регионах. Это первый госсовет, состоявшийся после президентских выборов 18 марта. Заседание прошло под председательством президента Владимира Путина. Сейчас ФАС готовит 5-й законодательный пакет. Однако вместе с законодательством должна меняться и управленческая логика. Органы власти в своей деятельности должны использовать проконкурентные подходы, отметил глава государства. На 2018-2020 годы обозначены конкретные отрасли и ожидаемые показатели в них. Полагаю, что такие же предметные ориентиры необходимо определить для каждого региона. И сделать это вместе с субъектами федерации, с учетом их особенностей и возможностей. Таким образом, у региональных команд появятся четкие показатели по формированию конкурентной среды, а также обязательства по развитию частных предприятий на приоритетных для территории рынках, в том числе новых цифровых, отметил президент Российской Федерации. Поправки в региональный бюджет, внесение изменений в республиканские законы о мировых судьях, о государственных языках и еще целый ряд вопросов обсудили сегодня в парламенте. Там прошло внеочередное заседание Народного собрания. В общей сложности рассмотрели около полусотни вопросов. Депутаты также заслушали отчет о деятельности контрольно-счетной палаты региона за минувший год. Репортаж Хади Добриевой. Мы получили поправки от главы Республики Ингушетия, в которых он просит нас дополнить бюджетом те финансовые средства за период первого чтения ко второму чтению, которые поступили из федерального центра. Изменения предлагается внести в закон республики о региональном бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Этот вопрос один из главных повестки дня. В республиканский бюджет из федерального центра поступили средства в размере более 300 миллионов. Часть из них направляется на увеличение заработной платы бюджетников, чей доход ниже прожиточного минимума. Другая часть пойдет на строительство соцобъектов. Средства в размере 53 миллионов, это первой части, поступили на повышение заработной платы тем бюджетникам, которые не дотягивают до прожиточного минимума. Как вы знаете, сейчас с 1 мая прожиточный минимум будет приравнен к МРОТу. В этом размере 53 миллионов тем служащим, которые не дотягивают до этих прожиточного минимума, будет повышена зарплата, чтобы они получали это. И второй трансфер поступил в размере 257 миллионов для строительства дошкольных и школьных образовательных учреждений. Бюджетный кредит республики составляет свыше 2 миллиардов рублей. Согласно доп. Соглашениям, утвержденным парламентом, кредит региону будет пролонгирован и выплачиваться по частям. Так, в этом году планируется погасить из этой суммы 100 миллионов. Не менее важный вопрос поднимает и спикер парламента, обращаясь к региональному Минфину. Сейчас министерство покрывает расходы только по одной статье – заработная плата. Зелимхан Невоев на примере ситуации в сфере здравоохранения призывает Минфин активнее включиться в работу и представить предложение по решению действительно первоочередных задач, стоящих перед ними. Информация прошла, что у нас 100% финансирование стационарных больных. 800 рублей без расчета идет сейчас. При разговоре с министром здравоохранения она говорит, да, это правда, но этих денег мало.
Значит, лечение одного больного, стационарного больного, обходится не менее, там, скажем, 1800 рублей. И что нам нужно делать для того, чтобы все эту сумму повысить? Вот, опять кривотолки начинается. Мы тут говорим, мы вас финансируем 100%, вы деньги получаете, значит, где? Значит, воруют, говорят, да? А этих денег им не хватает, опять с их слов. Я никого сейчас здесь не защищаю. Давайте все-таки откровенный, честный разговор. И находить нужно все-таки решение этих вопросов. Со стороны Народного собрания, председателя Народного собрания звучала просьба осуществлять контроль за финансированием учреждений, в которых мы это и так и делаем, осуществляем, ежемесячно мониторим. Да, существуют сложности с погашением кредиторской задолженности. Работа в данном направлении будет продолжена. 33 должностных лица по результатам проверки привлечены к административной ответственности. Возвращены в бюджет более 450 тысяч рублей. 97 протоколов составлено по итогам проверки организации. Такие результаты деятельности контрольно-счетной палаты за минувший год на заседании подводит руководитель ведомства. На 22 работников наложены административные штрафы на общую сумму 180 тысяч рублей. 6 должностным лицам объявлены замечания, одному юридическому лицу объявлено предупреждение. Для принятия мер реагирования и выявления нарушения, привлечения к ответственности виновных должностных лиц, материалы контрольных мероприятий направлены в прокуратуру республики. Прежде чем принять отчет, депутаты интересуются, каких видов нарушений по сравнению с 2016 годом стало больше и какие меры, помимо административных, предпринимаются, чтобы улучшить ситуацию. При осуществлении контрольных мероприятий мы тоже там с ними, много времени проводим над тем, чтобы, данные ошибки, которые были выявлены в ходе, проверки контрольных мероприятий, чтобы они больше не повторялись, чтобы они акцентировали внимание на этих ошибках. Результат, естественно, значительно улучшилось положение по искоренению вышеизложенных фактов. Неэффективное использование и в основном нецелевое использование бюджетных средств. Всего на повестку дня вынесли 49 вопросов. Большинство из них депутаты приняли во втором и третьем окончательном чтении. Это и внесение изменений в законы республики о пожарной безопасности, о государственных языках и мировых судьях. Что касается последнего, то депутатам необходимо утвердить на эту должность 12 кандидатур. Первую из них Мухарбека Дикажева предлагают выбрать здесь же, путем тайного голосования. В зал заносят урну, а парламентариям раздают бланки для голосования. По итогам голосования кандидатуру Мухарбека Дикажева на должность мирового судьи депутаты поддержали единогласно. Хадь Забрива, Рамзан Миржоев, Новости 24. Четвертый день приема специалиста Федерального медико-биологического агентства России. Осмотр проводят с 9 утра. Очередь здесь занимают с 6 часов. Организован подвоз для жителей отдаленных сел. В больнице дежурит общественный совет республиканского Минздрава. Все подробности у Амины Боковой. Сегодня врачи Федерального медико-биологического агентства страны обследуют жителей сельских поселений Малгобекского района. В коридорах ждут своей очереди сотни людей – взрослые, дети и старики. Хава Белхароева, ветеран Великой Отечественной войны, приехала на осмотр из селения Сагапши. Сопровождают 88-летнюю бабушку и ее сыновья, которые, как только услышали про визит специалиста Федерального агентства, решили не упускать возможность и позаботиться о здоровье матери. Терапевт мы прошли, урологу, кардиологу, врач, желудок, у него желудок тоже проблемы есть, и урологу тоже написали лечение, и кардиологу тоже, сердце тоже надо подлечить. Они выписали на дальнейшее лечение, и будем здесь, в нашей больнице, будем проходить это лечение. За последние 4 дня травматологи, окулисты, кардиологи, педиатры, неврологи и другие врачи узких специальностей уже осмотрели свыше 3000 пациентов. Прием ведется с 9 утра до 6 вечера, но порой приходится задерживаться, делятся специалисты. Ведь такого количества желающих пройти диспансеризацию они давно не видели. Очередь выстроилась и в кабинет окулиста. У Мадины Дзейтовой давно слезятся и краснеют глаза, и даже есть подозрения на катаракты. Сегодня ее опасения не подтвердились, но был поставлен другой диагноз и выписано лечение. Вы можете использовать заменитель натуральной слезы, да, чтобы глазки не краснели, ощущения песка, слезотечения не было, дискомфорта в глазах.
Уже на улице пациентов ожидает флюоромобиль и лечебно-профилактический модуль, в которых проводят осмотр узкого профиля, делают УЗИ и маммографию, которая позволяет на ранних этапах обнаружить различного рода патологии, а также опухолевые заболевания. Эту процедуру необходимо проходить всем женщинам после 40 лет, причем каждые 2 года. Ну а пациенткам помладше рекомендуется консультация у маммолога-онколога. Большой интерес проявляют женщины к нашему кабинету, поскольку у нас есть определенное онкологическое настороженное отношение молочных желез. Сейчас по предварительным данным за 3 прошедших дня были выявлены около, наверное, 8 пациенток с подозрением на злокачественную опухоль. Мы не можем сейчас подтвердить этот диагноз, но то необходимое обследование для того, чтобы уточнить диагноз, проводят пациенты в районном диспансере, который обеспечен всеми необходимыми специалистами и возможностями, чтобы уточнить диагноз. Живая очередь не прекращается ни на минуту, а нескончаемый поток пациентов продолжает штурмовать регистратуру. Среди них и те, кто только записывается на прием, и кто уже прошел осмотр. Я пришла с дочкой, чтобы обследовать ее. Она мне часто болеет, у нее глаз. Врачи посмотрели, обследовали, сказали, ничего страшного. Я очень довольна, рада, что ничего нету. И очень хочу благодарить врачей, и наши тоже, и приезжим. Спасибо огромное, что они уделили внимание, что они приехали ради нас. Но чтобы никто не нарушал порядок очереди, все 4 дня в больнице дежурит Общественный совет Республиканского Минздрава, которые отметили высокую культуру поведения наших пациентов. Доброжелательные люди между собой, это самое же отмечают и врачи. Мы заходим, общаемся с ними, и настолько приятно, когда приезжие врачи говорят, что диагнозы, поставленные местными врачами, назначения, которые это очень квалифицированные врачи, это нам приятно видеть, что наши коллеги очень правильное лечение делают. План у нас обследование проходит до 6 числа, но возможно, еще вопрос не решен, возможно и 7 числа будут у нас проводить обследование. Остались селения нижние, верхние очулки. Масштабная диспансеризация населения завершится 23 апреля. За это время столичные специалисты планируют посетить все населенные пункты Ингушетии. Альмина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Сегодня для православных христиан наступил Великий, или, как принято говорить, Чистый четверг. Отмечу, что для верующих продолжается Страстная неделя. Это последняя и самая строгая седмица Великого Поста, когда не только постятся, но и готовятся к Пасхе, чтобы встретить ее согласно всем обычаям. Традиционно Чистый четверг наступает на неделе перед Пасхой, и именно с него начинаются приготовления к светлому празднику. В этот день верующим необходимо прийти в храм и исповедаться и причаститься, а также в своих домах провести уборку, испечь куличи и раскрасить яйца. В Чистый четверг также принято вставать до восхода солнца и купаться, чтобы символически очиститься от грехов и суеты. Необходимость уборки в этот день объясняется и тем, что к предстоящему празднику готовятся не только люди, но и природа. Справки о доходах и расходах необходимо подавать до окончания декларационного периода. Сведения предоставляются теперь в администрацию главы Ингушетии. Об этом сегодня говорили на совещании в правительстве с участием представителей администрации главы Ингушетии, Совета безопасности и служащими муниципальных образований. Как правильно необходимо заполнять сведения о доходах и расходах муниципальных служащих, сегодня за круглым столом обсуждали представители администрации главы и Совета безопасности. Как известно, декларационный период заканчивается 30 апреля, потому всю документацию необходимо сдать вовремя. Но теперь по новому 49-му республиканскому закону сдавать сведения нужно в администрацию главы Ингушетии. С этого года порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности, он немножко изменился, но хотя в общем плане все то же самое, что и было и в предыдущие годы. Но мы сегодня сакцентрировали внимание на вопросах предоставления сведений о доходах глав наших муниципальных образований, руководителей представительных органов муниципальных образований. Почему? Потому что если раньше они свои сведения предоставляли свои кадровые службы, теперь они напрямую предоставляют в администрации главы Республики Ингушетия. Все эти сведения предоставляются в виде справки по форме, утвержденной указом президента России под номером 460. В них должны быть отображены данные о доходах, полученных из всех источников. И, конечно же, в этом деле ошибок быть не должно, подчеркивает представитель администрации главы. Вся информация, которая у вас фиксируется в этих справках, она должна быть документально подтверждена. Если факт регистрации брака есть, значит, считается супругами.
Если у ребенка на руках есть документ о рождении, которому 18 исполнилось, значит, он совершеннолетний, вы его не показываете. Если у вас на руках есть 2 НДФЛ, вы имеете право писать эти данные в справку. Если у вас есть выписка с учреждения, банковского учреждения, вы показываете остатки по счету. Если у вас есть выписка с банковского учреждения, как называется наименование счета, остатки и все остальное, вы показываете. Если такого документа у вас на руках нет, справки вы заполнять не имеете права, потому что эту информацию вы просто так от себя написать не можете. Проверка всех сведений, предоставляемых данных, будет осуществляться по решению главы Ингушетии в лице уполномоченного структурного подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Эта деятельность возложена на Совет безопасности республики. Потому они призывают собравшихся серьезнее отнестись к этому вопросу. Ведь осталось мало времени до окончания декларационного периода. А если необходима будет помощь, они всегда пойдут навстречу. Но необходимо знать, что нужно придерживаться нового закона. В этом законе прописан порядок предоставления сведений, порядок проведения проверок этих сведений и с чем это грозит муниципальных должностей. Сведения свои представляют в соответствии с этим законом все муниципальные должности республики, своих супруг, супруги и несовершеннолетних детей. Это сведения о доходах, расходах, о обязательствах имущественного характера. В завершении встречи всем присутствующим разъяснили, что подлинники справок о доходах и расходах, об имуществе и обязательных имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, поступившие в структурное подразделение по окончанию проверки, передаются в соответствующие кадровые подразделения органов местного самоуправления для приобщения к личным делам. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия подвели итоги работы за прошедший месяц. Проделанная работа заключалась в подготовке полей к весенне-полевым работам и оценке озимых площадей. Сейчас аграрии планируют приступить к посеву яровых культур. О проделанной работе за отчетный период рассказали и специалисты отдела животноводства. Сотрудники ведомства отметили, что прошлый год был непростым из-за погодных условий. Но сельхозпроизводители сумели без потерь собрать сохранившийся урожай и заготовить корма. Увеличилось и поголовье мелкого рогатого скота, в частности овец. На коллегии также обговорили задачи работы за текущий месяц. На полях уже закончился сев овса. В этом году в Ингушетии ввели в севооборот новый вид яровых культур – горох, горчицу и рапс. В ГУПе Налханчурской аграрии собираются расширить площадь под их посев. Так, под горчицу уйдет около 500 гектаров, а под рапс – около 1000. Мы готовы на 100%. Готовы сегодня. Единственное, вносят коррективы погоды. Как мы знаем, уже ежедневно идут дожди. Малые, большие, но дожди идут, работать мешает. А то, что касается инвентаря, техники, семян, ГСМ, все готово на 100%, готово в любой момент. Да мы и так пользуемся каждым часом, каждой минутой, чтобы, когда выпадает возможность уезжать на поле и начать посевную. Мы практически закончили посевную по овсу, закончили по горчице, но другие культуры, кукуруза, начнем кукурузу и подсолнечник в ближайшие погодные дни. В региональной энергетической комиссии также подводили итоги 2017-го. Поставленные цели за отчетный период были выполнены. Это установление долгосрочных тарифов и контроль за недопущением превышения выплат гражданами. Также не обошли тему коррупции. В целях ее профилактики в РЭК предусмотрены все необходимые мероприятия. Главным фактором борьбы с ней является публичность и открытость в работе. Информационное сопровождение антикоррупционных мероприятий. В текущем году принято 29 тарифных решений, основные из которых – регулирование тарифов на газ, тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение. Они будут, скорее всего, индексироваться в размере 3,6%, но не более. Ранее действовала методика регулирования тарифов, где применялся метод экономически обоснованных затрат, но уже на протяжении последних 5 лет мы применяем метод индексации необходимого вала выручки. Это означает, что тарифы индексируются на 2-3% пункта ниже, чем прогнозируемый уровень инфляции на очередной финансовый год. Это еще не все новости. Сразу после короткой рекламы вы увидите. В школе-интернате в Малгобеке прошли учения по пожарной безопасности.
В ДК селения Сагапши прошел благотворительный концерт для особенных детей. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Вико, пить! Наследника! Родить! Поздравляю, папаша, мальчик у вас. Эй, Вико, живи легко! Эй! Сигнал, мгновенная реакция, оперативная эвакуация. В школе-интернате города Малгобек прошли пожарно-тактические учения. Сотрудники МЧС вызволяли из условного огня сотни людей. На практике проверили и слаженность действий педагогического состава в условиях чрезвычайной ситуации. Как справились с задачей, расскажет наш корреспондент Ирина Цычуева. Росгвардия оцепила школу, а сотрудники спасательной службы вовсю готовятся эвакуировать детей. А внутри здания пожарные тушат огонь. Детей погружают в автобусы, а пожарные вовсю подсоединяют дополнительные насосы. Пока одна группа работает снаружи, другая отрабатывает внутри. Времени мало, и огонь может охватить всю школу. По легенде, учение задымления произошло 10:55. На момент возникновения пожара в классах шли занятия. Причина – короткое замыкание в электропроводке. Пока пожарные тушат вовсю пламя, спасатели обходят все классы и проверяют, остался ли кто-то из учащихся в школе. Выясняется, что один ребенок не успел выйти, задохнулся дымом и потерял сознание. Пострадавшего выводит из здания. Мальчик, согласно сценарию, получил сильные ожоги и, видимо, еще и отравился едким дымом. Спасатели доставляют его на носилках в карете скорой помощи, где уже врачи будут приводить его в чувство. Один человек у нас пострадавший. Так, его состояние, что больной? Ожоги. Перелом руки. Частично травма головы, да. Мы оказали первую помощь и быстро доставили до кареты скорой помощи. А как быстро вы выезжаете? Как только вам взять, выезжаете? Как только сразу сигнал поступает, мы сразу выезжаем. Спасатели и сотрудники МЧС отметили, пожарная сигнализация сработала. Сами дети помогали друг другу покинуть горящее здание. У нас в школе есть очень много спасательных выходов. Нам было очень страшно. Мы вышли с нашими педагогами. Нас вывели на улицу, приехали пожарные, спасли нас. Сегодня на этих занятиях они получили дополнительные сведения, как себя вести, как выходить, как быстро сориентироваться в сложившейся ситуации. В кратчайшие сроки условно пожар был ликвидирован, и дети вернулись в свои классы. Говоря о безопасности, здесь все запасные выходы функционируют. Все необходимые меры противопожарной безопасности в этой школе имеются. Лестница, огнетушитель, кнопка для вызова спасателя, а самое главное – инструкция по пожарной безопасности, которая просто обязана быть в каждом учреждении, особенно где учатся дети. К месту пожара были направлены все силы для борьбы с происшествием. Когда пожар угрожает жизни детей, одновременно должны сработать все караулы. В конце учения, как и полагается, все структуры выстроились в ряд для подведения итогов. Площадь горения составила 15 квадратных метров. А быстро потушили? Значит, локализация быстро, оперативно подключилась, когда здесь включен был СИЗОТ. За 2 минуты была локализация проведена, и за 5 минут было ликвидирован очаг возгорания. Основная цель, значит, вот этих мероприятий, которые мы проводим, максимально минимизировать последствия любой чрезвычайного происшествия, любой чрезвычайной ситуации для населения особенно. Значит, поэтому, насколько будет взаимодействие всех сил и средств нашего звена, настолько будет, значит, результат
при ликвидации последствий любой ЧП, не только пожарного характера, и террористического, и техногенного, и природного. Всего за время учения эвакуировали 150 учащихся. Это говорит о слаженной работе всех структур. Сегодня этот пожар – лишь продуманный сценарий. Но в реальной жизни все идет далеко не по плану, поэтому всегда нужно быть начеку. Ирина Сычоева, Адам Далаков. Новости 24. Ингушские бойцы завершают подготовку к турниру «Дорога в М1. Битва в Назрани». Напомню, 7 апреля в рейдж выйдут 18 пар бойцов. Нас ожидают зрелищные поединки с участием как ингушских файтеров, так и бойцов из других регионов России. За последними приготовлениями к спортивному вечеру в бойцовском клубе «Нарт» наблюдал Тамерлан Хамхоев. Ахмед Аздоев знает не понаслышке, что такое вкус победы в рейдже. Ингушский файтер уже сражался на турнирах под эгидой M1 Challenge. Имя соперника известно, план ведения поединка тоже изучен. Остается, как говорят сами бойцы, просто выйти в рейдж и показать зрелищный бой. Чувствую очень отлично. Весогонка идет нормально, отлично. Сейчас остается 5 килограмм. Последний. Соперник я изучил. У него базовая тоже стойка, уже сандист. Сил хорошо, нормальный очень боец. Так, думаю, я смогу с ним поработать. Когда спортсмен выходит в рейдж, он представляет не свой бойцовский клуб, а всю республику. В этом убежден и президент Федерации ММА Ингушетии. В любом случае, техника, физические данные – все это, конечно, хорошо, но если у спортсмена не будет воли к победе и боевого духа, триумфа не видать. Тренер бойцовского клуба «Нарт» Насрудин Тангиев готовит своих спортсменов к любым соревнованиям не только физически, но и морально. Характеры, сукачи, очень важные. С характера, сила, воля к победе очень важные занятия. На первом месте лучше жизнь. Характере, дисциплине бойцы. Это на первом месте его. В зале сегодня и чемпион лиги М1 Хамзат Далгиев, чей бой за чемпионский пояс недавно был отменен в связи с тем, что соперник Нейт Ландвер по кличке Поезд получил травму. Состав сошел с рельс, как шутят многие, однако Хамзат готов выйти в рейдж против любого соперника, которого ему могут дать. Что касается битвы в Назрани, то ее ценность для начинающих бойцов невозможно переоценить, считает Далгиев. Азмо турнир же, да был же, боец чего, пейд бэс, ханял, тему азмо турнир же, боец лет, шел а турнир закач, ходит, ханял, ринг хатуалар, зрители же байгор, что волнительно, сагу переживать, что моменте, тему занг турнир лет, саг дахак, что уже вака турнир, ходит, сама, азмо турнир дука и вашта дальч, дука боец лет, пейд бэс, шесть. Также уже 6 апреля состоится чемпионат СКФО по ММА в Дагестане, в котором примут участие наши спортсмены. Один из них Сулейман Хабриев. Боец уверен, что все сложится удачно, и триумф на предстоящем турнире – лишь первый шаг к профессиональному ММА. Вот силы борьба ойында халах это бусын лотчан. Но датё хогдык ковер покайся. Иншаллах первый хайок. До старта турнира «Битва в Назрани» осталось не так много времени, и бойцы должны провести его максимально продуктивно. Что касается места проведения турнира, дворец спорта в очередной раз примет сотни болельщиков. На данный момент практически все подготовительные работы завершены. Самый главный атрибут предстоящего турнира – рейдж – уже установлен. Некоторые из бойцов также уже прибыли в Ингушетию. Думаю, турнир пройдет на хорошем уровне, потому что здесь, и как и раньше, у нас очень много болельщиков этого вида спорта в республике. Ожидаются интересные бои. 18 боев намечено на этот вечер. Уже в эту субботу старт спортивному шоу во Дворце спорта «Магаз» будет дан, и триумфаторы получат путевку на более престижные турниры под эгидой М1. Тамерлан Хамхоев, Адам Далаков, Исмаил Гатагажев, Рахман Цуров, Ахмед Горбаков. Новости 24. Добровольцы детям. В Доме культуры селения Сагапши прошел благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями. Ребят порадовали насыщенной программой. Воспитанники Центра дополнительного образования «Зажги свою звезду». Неподдельные эмоции в материале Хати Табриевой.
Заразительная улыбка и неподдельная радость. Хава Магушкова не только одна из главных виновниц сегодняшнего торжества, а самая активная его участница. Она уже успела выступить на сцене, но, кажется, выучила не одну композицию, а весь репертуар выступающих. Подпевает всем, а кого-то, может, даже вдохновляет. Мы ответственно очень готовились к выступлению, и на самом деле сегодня мероприятие было незабываемым, потому что энергия была просто зашибись. Даже не было жалко, то, что столько времени уходит на такую дорогу, и никому не было важно, насколько он далеко от этого места. Все хотели посетить, и я думаю, что не зря, потому что энергетика только такая. Развлекают детей всем знакомые сказочные персонажи. Вся честная компания в сборе. Здесь не только Буратино с Мальвиной и Пьеро, но и Красная Шапочка, и совсем не злой Серый Волк. Стоит им выйти на сцену, как кресло в зале быстро пустеет. Дети просто не могут усидеть на месте. В зале появляется сразу несколько танцевальных площадок. Мне больше всего понравилось, когда артисты проявляли свои чувства. Но больше всего мне понравились сказочные персонажи. Больше всего мне нравится эта песня, потому что она красивая. Детей радует насыщенной программой воспитанники Центра дополнительного образования «Зажги свою звезду» и РЦДО. Благотворительная акция «Добровольцы детям» в который раз проходит под руководством народного артиста республики Артура Хулагова при поддержке регионального Минобра. Хочу огромное спасибо сказать всем руководителям образовательных организаций за их активное участие в этой акции, привлечение детей, потому что, видя таких детей, воспитывается и такие качества, как великодушие, доброта, и, соответственно, эти дети себя в социуме чувствуют абсолютно комфортно, потому что нет вот таких вещей, категорий людей, ограниченных или каких-то других. Дети, которые у нас воспитываются, они наравне с образовательным процессом социализируются в обществе. И они каждый раз именно на таких мероприятиях доказывают, что вот это вот все необходимо. Необходимо делать, развивать и доказывать обществу, что они сильнее, они смелее, и они веселее. В зале не смолкает смех и веселье, радостные улыбки, восторженные и блестящие глаза юных зрителей вместе с разноцветными фонарями освещают актовый зал Дома культуры. Старательно, это искренне, да. Мне бы хотелось, чтобы у нас в республике было больше таких людей, которые уделяют такое огромное внимание именно для детей, которые ограничены с возможностью. Слышу твои шаги. Для Эмилии Вазаевой это не просто первый выход на сцену, а символ победы над самой собой. После автокатастрофы она надолго оказалась прикована к коляске, но сегодня не думает ни о предстоящей тяжелой операции на позвоночник, ни о том, как непросто стоять здесь. Она любит петь, сама пишет песни и хочет поделиться своим творчеством со зрителями. Пение – это моя душа, мое настроение. Когда я пою, я знаю, что всем, кто слышит меня, они понимают мои слова, они знают, что я живу этим, что я пою о своей жизни, о том, что у меня в жизни происходило, что случалось. Всегда все в жизни понимают все люди. Когда выхожу на сцену, еще больше появляется желание, конечно, в том числе и видеть, и продолжить дальше петь, и я чувствую со стороны поддержку, и меня это очень успокаивает. Каждому участнику вручают дипломы, а кому-то оказывают финансовую поддержку на лечение или запись своего первого музыкального клипа. Но важнее всего для организаторов возможность подарить частичку счастья, вдохновив ребят не опускать руки и продолжать бороться со своим недугом. Хадия Добриева, Мирбек Миржоев, Новости 24. Не забываем о том, что сегодня Международный день супа. Понимание его как блюда сложилось только 5 веков назад, а в Древнем Китае гораздо раньше. Его варили за 100 лет до нашей эры. В России широкое распространение это блюдо получило только к 18 веку. Оно помогает насытиться и восстановить силы, повысить тонус. В мире насчитывается приблизительно 150 видов супов. И у каждого более 1000 способов приготовления. Все зависит от страны и личного вкуса. В зависимости от ингредиентов блюда и личных предпочтений их подают на завтрак, обед
обед или ужин. Что же касается национальности супов, то среди ярких представителей русской кухни – борщ, щи, солянка и уха, окрошка и рассольник. Любители восточной кухни знают японский суп мисо, китайский хого и вьетнамский фо. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.